Я родился в 1887 году в семье сельского священника в Джебыльском наслеге Мигино-Кангаласского района ЯССР. В возрасте от 3 месяцев до 7 лет прожил в Сулгачинском наслеге Амгинского района, куда переселились родители. Амгинская земля богата своими традициями и историей, а историю, как известно, делают люди. Один из тех, кто прославил свой родной край, является народный художник Якутии Михаил Носов, чье имя до недавнего времени было известно лишь узкому научному кругу фольклористов и этнографов. Это очень одаренный человек был для своего времени, который сочетал исследовательскую работу, научную, с творческой на протяжении всей своей длинной жизни. Михаил Михайлович Носов, он не только хранитель традиций, вот он истинный хранитель времени. В середине XIX века через Сулгачинский наслег проходила большая дорога, соединяющая Чурапчу с Амгинской слободой. Проезжало много людей, распространяя различные новости и мысли. Поэтому церковь, прихожанами которой должны были стать жители семи наслегов, было решено построить в центре Сулгачинского наслега. Таким образом, в 1858 году была построена Покровская часовня, куда и направили работать священником Михаила Андреевича, отца будущего известного художника Михаила Носова. Мы находимся в Амгинском улусе, село Сулгачи. А это дом, в котором вырос будущий народный художник Якутии Михаил Михайлович Носов. Именно в этом доме мама ему рассказывала якутские сказки и вообще привила любовь к якутскому фольклору. За отличную учебу в церковно-приходской школе юному Михаилу подарили набор простых карандашей. Так он стал делать первые свои карандашные зарисовки. С этого момента и начался путь художника-исследователя. Понятие о рисовании впервые получил по прибытии на 10-м году жизни в городе Якутск на учебу. Зато был весьма наслышан рассказами о якутской древности, о бытии якутов и их жизни в незапамятные времена от сказителей старины, коими весьма увлекалась мать. Мать Михаила Михайловича, Алла Андреевна, была якуткой у Солданска. Эта матушка всегда собрала алонкосутов, сказочников. Якутский фольклор и якутский орнамент ему вот перебила мать. Во мне инстинктивно зародилось желание во что бы то ни стало зафиксировать старину якутскую на бумаге. Ассоциируя эту мысль с узором старинных предметов якутского быта, постепенно приучил себя к привычке зарисовать всякий встреченный узор с вещей и одежды якутов. Очень много стариков знал, знатоков старины, с ними общался. И он всех их запоминал. И в своих работах он конкретно пишет: такой-то, такой-то, ему столько-столько лет. Михаил Михайлович известен не только как замечательный живописец, график, но и как ученый,
исследователь материальной культуры народов Якутии. Одно из известных его произведений «Натюрморт», второе название «Вещи фронту», написанный в 1941 году, представленный в постоянной экспозиции нашего музея. Как раз вот Михаил Михайлович здесь и проявляет себя вот как человек, который интересуется материальной культурой народа и старается вот передать красоту каждой рукотворной вещи, когда-то сделанной человеком. Михаил Михайлович Носов в 1934 году поступил на работу в Якутский республиканский краеведческий музей. Все знали, что он художник и научный исследователь, как член общества Саха-Кескеле. Но как художник, естественно, ему дали задание, и он проводил работу по художественному оформлению всех экспозиций. И кроме того, ему дали работу делать зарисовки археологических раскопок, зарисовки предметов. И он, занимаясь работой над этими зарисовками, выбрал для себя основную тему работы, как музейный сотрудник. Это изучение одежды и украшений якутов. Дед работал часто в краеведческом музее. Иногда я с ним ходила туда, гуляла по музею. Потом мы идем, разговариваем с музеем. Иногда дед заходил к нам, иногда он шел к себе, и мы прощались около библиотеки Пушкина. Михаил Михайлович Носов, он как человек очень талантливый, и как художник, и по душе, и по назначению, он очень метко все замечал. Еще вот тогда он как раз жил в такое время, когда еще что-то можно было увидеть. Это вот последние годы, там, в середине прошлого века, там очень большое уничтожение было. И как-то и в начале века все старались освободиться от пережитка проклятого прошлого. Вот так называлось, да? И вот мы очень благодарны ему, потому что вот каждая его работа, да, оно для нас является как бы наглядной пособией. Эти артефакты, они являются находками первого якутского археолога Ефима Дмитриевича, дипломированного археолога Ефима Дмитриевича Стрелова. Так? Он в 1914 году несколько погребений раскопал в Атласовской заимке. Это 7 километров от города Якутска к западу. Так? Вот на сопке. И вот из женского погребения один вот эти вот нашивки, они сохранились в нашем фоне. Так, если сравнить и реконструкции одежды, проведенной Носовым, то эта пуговица, этот оригинал соответствует рисунку. Из 3 пуговиц, значит, до наших дней вот сохранилась 1 пуговица. Так, нашивки, они зашиваются, оказывается, на груди рубахи. Вот. Так, они тоже соответствуют оригиналу. По рисункам Михаила Михайловича мы можем восстановить и узнать, что такие-то вещи существовали в 17, 18, 19 столетиях. И даже могут современные мастерицы обратиться и реконструировать какие-то заинтересовавшие их объекты. Именно вот по рисункам Михаила Михайловича. Традиционной одежды якутов цельных штанов не было. Это натазники, которые от сезона зависят. Летние, зимние, осенние натазники и ноговицы. Вот когда создают 17 век, вот такая вот одежда должна быть. Одежда, на которую указывает Михаил Михайлович
Носов. Допустим, перед началом работы мы, ну, я, например, вот сколько вот готовлюсь, да, вот они, вот эти рисунки находятся в музее имени Ярославского. Вот они мне любезно предоставили, и вот по этим мы вот работаем. И вот к своему как бы большому счастью я вот это полностью реконструировала. Для того, чтобы выполнить вот такой костюм, очень много надо готовиться. У меня на это ушло где-то 30 лет. Вот относительно этого костюма, вот это все натуральный бобер. Вот то, что бобер найти, это тоже очень сложно, потому что все-таки якуты предпочитали прочный мех. Ну, а раньше, конечно, это соболь, это красные леса. И все вот корольки, да, вот эти все вот эти монеты, они вот все под латунь. И вот это тоже латунь, это тоже не китайская вот это вот. Когда делаешь традиционную вещь, всегда надо соблюдать вот такие канонические такие требования. Вот эти тоже большие бусы, да, тоже очень сложно их найти, поэтому для того, чтобы действительно вот максимально приблизиться к оригиналу, нужно очень хорошо, серьезно подготовиться. Кроме того, сельскохозяйственный отдел в свое время, это в 1939 году, дали задание делать серию сельскохозяйственных старинных орудий труда. Что он и проделал. Все эти работы, они включены в каталог, вот они вот, альбом-каталог, который издан в 2017 году. Здесь они все имеются в полном объеме. Михаил Михайлович Носов еще в 1903 году создал сулгачинский пейзаж. Он там изобразил панораму села Сулгачи. К сожалению, эта работа утеряна. Не можем обнаружить ее до сих пор. Кроме этого, в 1920 году Носов приезжал в Сулгачи. Здесь он в окрестностях Тюе и Моготой-Хая, куда прибыли и проживали первые якуты, изучал местность под названием Хомо. Помимо этого, в селе Сулгачи, в местности Улахан-Эбе, находился восьмигранный балаган семьи Дичковских. Он сделал эскиз этого дома. Также изучал якутский балаган в местности Тупалджае, где изобразил внутреннее и внешнее убранство дома. В книге искусствоведа Зинаиды Ивановой-Унаровой указывается то, что Носовым было нарисовано шаманское дерево. Мы нашли эту работу. Также здесь, в Сулгачи, он общался со старожилами и, узнав у них, где еще может находиться старинное деревянное зодчество, посетил местности Тураи и Тюе. Надо сказать, что Михаила Михайловича очень долгие годы не признавали как художника, считали, что он стилизатор, очень увлекается различными вот этими деталями. Очень плохое время для него настало в 1938 году. И опять-таки вот хочется сказать, какое это было время, да? Время было жестокое. Амосова уже арестовали, Аюнского арестовали. Донос написали на Михаила Михайловича, что он копировал, что он, ну, в общем, очень плохой донос был написан. Его очень долго художники разбирали его работы, даже пытались из музея его работы, чтобы изъять. Творческий путь Носова действительно был нелегким. Уже достаточно взрослым, в возрасте 21 года, Михаил Носов выехал в Центральную Россию с надеждой получить образование. Но судьба распорядилась по-своему, и молодой человек окончил вольную рабочую высшую школу в Петербурге, созданную выдающимся педагогом Петром Лесговтом. При этом, страстно увлекаясь этнографией, Михаил регулярно посещал специализированные курсы известных ученых. И на него, конечно, не могло не оказать влияние искусства модерна,
любовь вот к орнаменту, к эмоциональному воздействию цвета. Вот это он мог заимствовать как раз из искусства модерна начала 20-го столетия. И при этом мы можем сказать, что это общеизвестный факт, что искусство российское начала 20-го столетия, оно пестрит просто всякими измами, символизм, авангардизм. И, несомненно, Михаилу Михайловичу были знакомы эти понятия, и он по-своему как-то вот перерабатывал и, не имея все-таки вот художественного профессионального образования, трансформировал его в собственный творческий стиль. Он мог бы, наверное, в Питере хорошее образование получить, но, увы, отец умер в 2008 году, и ему пришлось обратно возвращаться, поскольку мать оставалась одна, а он маму очень любил. Вернувшись на родину, Михаил Носов учительствовал в разных сельских школах. Где бы он ни находился, всегда собирал этнографические и фольклорные материалы, делая зарисовки предметов старинного быта. После бракосочетания с дочерью казака Марией Иннокентьевной Малышевой семья переехала в Якутск. Тогда же Носов поступил на службу в полицейское управление. После переезда в Якутск, видимо, места для учителя не нашлось. И кроме этого, почему-то вот епархиальное начальство узнало, что он занимается, работает не тем, поэтому хотели даже с него деньги взыскать за годы учебы в училище и семинарии. Но, видимо, как-то он с этого... Детей же у него уже тогда было 3 или 4. Устроился делопроизводителем в полицейском управлении. Вот это всю жизнь его, можно сказать, даже вот в последних статьях некоторые писали, он не был ни этнографом, ни художником, он был полицейским. Детей-то кормить надо. Как бывший полицейский, лишенец. В полиции я служил 2 года. В то время я был молод и не знаком с жизнью. Мне угрожала военная служба и отправка на германский фронт. И я предпочел избежать мобилизацию поступлением в полицию. Это моя ошибка. Ошибка от недостаточности моего кругозора и малодушия молодости дала мне суровый урок. И всегда у большевиков к нему были вопросы. Да, как сыну попа, это священника, были вопросы. И, во-вторых, у него были вопросы, как полицмейстер. Но он упорный человек, трудился, и во славу нашего наследия он стал народным художником нашей республики. У Носова был очень красивый почерк, что, видимо, заметили в других учреждениях. Так, с 1920 года его приняли на работу в качестве секретаря 2-го Амгинского волостного революционного комитета. Затем он работал следователем уголовного розыска, позже народным следователем. С 1926 года служил в отделе просвещения. В свободное время Носов полностью посвящал себя живописи. 40-е годы в творчестве Михаила Михайловича наблюдается увлеченность историко-легендарными сюжетами. Он создает ряд композиций. Это древний танец якутов, поход древних якутов и еще ряд других известных композиций, как раз вот связаны с историко-легендарными сюжетами. В 1945 году Михаил Михайлович Носов приступил к созданию графической серии, посвященной эпосу Аланхо. Серия, к сожалению, осталась незавершенной, но она представляет нам основных героев эпоса Аланхо.
последние годы жизни он наряду с исследовательской деятельностью создает ряд эпических пейзажей. И можно сказать, что он один из первых художников, который обращается к крупномасштабным, крупноформатным произведениям в жанре пейзажа. Это 3 полотна. В каждом музее, кстати, находится по одному из таких полотен. В нашем музее «Река Лена», выполнена в 1960 году, в Краеведческом музее «Долина Эркени» 1957 года и в литературном музее «Долина Кулаты». Все эти произведения, опять же, нас отсылают тоже к истории. Как известно, художника интересовали корни, да, откуда народ тоже Саха ведет свое существование. И вот эти места связаны с древними поселениями якутов. Он рисовал, как есть природу натуральную, а не так, как мы представляем, красочная, яркая картина должна быть яркая. Понимание пришло позже. Вообще работа картины его завораживает. Вот. И дети очень их любят, удивляются. Я вообще несколько раз слышала: красота. Они, дети, понимают его работу. На миг представить, себе, если бы у всех этих рисунков не было бы, что мы бы имели? Таких, кто-то еще что-то успел запечатлеть и оставить нам такое богатое, бесценное наследие. Спасибо ему. Они наши русские, наших корней. В Амге около 400 лет живут русские. Они наши. И у нас есть понятие тонгнуча, это, который не говорит, не это, а якутский, и багны, которые жили, живут нашей культурой, но они никогда не расставались и с русской культурой. Они воспитывали, учили народ. Его творчество, его орнамент. Народные мастерицы, когда заходят в музей в Сулгачах, и удивляются. В Сулгачинской галерее имени Михаила Носова размещены стенды, рассказывающие о его семье, копии архивных документов, живопись и графика художника. В экспозиции представлена и семейная реликвия Носовых – барельеф «Тайная вечеря», отправленный из Москвы внучкой Михаила Носова Гертрудой Лаптевой. Ныне не только сулгачинцы, но и все, кто интересуется Михаилом Носовым, получили возможность переосмыслить и жизнь, и творчество народного художника Якутии, первым приоткрывшим завесу над сутью якутской национальной культуры. Великий труженик Михаил Михайлович Носов. И слава Богу, что он у нас был, жил и ради нас работал, все трудности эти перенес. Имя Михаила Михайловича Носова для нас, для тех, кто интересуется, кто занимается народным прикладным искусством, по Якутии, он для нас является священным. Он создал свой неповторимый художественный мир, обращающий нас и к легендам, и к сказаниям, и к современным реалиям той жизни. И вклад этого человека действительно заслуживает то, чтобы о нем узнавало все больше и больше людей, и находило для себя в его творчестве какое-то новое вдохновение, новый толчок, возможно, для развития своих творческих, художественных возможностей.